Чем активнее глобализация, тем серьезнее перед Центральной Азией стоят вопросы сохранения культурной и духовной идентичности. Найти решение можно только сообща. И именно для поиска этих решений в Ташкенте и был организован конгресс под названием «Духовное наследие и просветительство Центральной Азии». На официальной церемонии открытия Конгресса было зачитано обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Узбекский лидер отметил, нам всем необходимо плодотворно работать, чтобы укрепить место Центральной Азии как центр науки и просветительства. К слову, площадкой для обсуждения духовного и культурного развития Центральной Азии Центр исламской цивилизации стал не случайно. Этот комплекс воплощает тысячелетнюю историю региона. Главный посыл Конгресса: у стран Центральной Азии общее историческое, культурное и духовное наследие. И при сохранении всего этого будущее тоже может быть общим. Насколько богато наследие региона и насколько перспективным может быть его будущее, очень ярко говорит экспозиция музея Центра исламской цивилизации. Он был создан по идее и инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. И именно с ознакомления гостей с этой экспозицией и началась работа Конгресса. Для центральноазиатского региона с богатой историей и традициями, разнообразием языковой культуры, диалог ученых, библиотекарей, художников и молодежи становится не просто желательным, а необходимым. Конгресс объединил всех. Уже в первый день на его полях прошло 8 панельных сессий. Так министры культуры стран Центральной Азии представили инициативы по развитию единого культурного пространства. А президенты Академии наук говорили о важности создания единой платформы знаний о культурном наследии региона. Необходимость совместной работы здесь очевидна. Только объединяя усилия, можно систематизировать, сохранить и популяризировать исторические и духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Вы знаете, вот то, что сегодня вот такой вот форум, по-моему, это вообще знаковое такое событие, потому что вот идея соединить науку, духовное развитие, религиозное развитие, это, по-моему, очень своевременно, потому что, к сожалению, в последнее время появилось очень много всякого рода течений, которые большей частью носят разрушительный характер. Это очень плохо. А наука, она должна не то чтобы мешать, она должна понимать, как происходят эти процессы. Дело в том, что Национальная академия наук изучается не только, там, скажем, физика, химия, но и процессы, связанные с развитием общества и так далее. Поэтому вот я думаю, что вот такое совместное рассмотрение и диалог между разными слоями населения, разными направлениями, это очень своевременно и очень познавательно. Кинематография – один из самых действенных механизмов сохранения духовного наследия, его внедрения в современную жизнь. Кинематографисты Центральной Азии смогли обсудить, каким должно быть центральноазиатское кино, чтобы регион смог сберечь свой культурный и духовный код. Ответ на поверхности. На больших экранах должно найтись место для богатых ценностей Центральной Азии. Мы должны, во-первых, сохранить свою аутентичность, мы должны сохранить свой культурный код, как сейчас это принято говорить. И, конечно, есть ценности, которые духовные, моральные ценности, которые объединяют наши народы. Это очень важно отражать в наших проектах, в наших мероприятиях, которые мы организовываем. Язык, культура. Это вот то, что и объединяет нас. Изобразительное искусство – это язык, доступный широкой аудитории и понятный каждому. Он способен укреплять культурную идентичность и формировать общие ценности. Конгресс собрал руководителей Академии художеств региона. Обсуждали перспективы сотрудничества, совершенствования творческого образования и формирования современного художественного пространства региона. Во времена глобализма, толерантности, мультикультурализма, и иногда есть такие группы внедряют свою культуру маленьким народам.
Поэтому я считаю, что это конгресс очень важно. Ну, у нас одна религия, можно сказать, одни корни, обычаи. Так что, конечно, все народы должны сближаться, чтобы все был мир. Чтобы духовно-просветительское наследие Центральной Азии стало ее общим будущим, крайне важно принятие этих ценностей именно теми, кому предстоит строить будущее. Потому одной из центральных тем первого дня Конгресса стала молодежная политика. Вы знаете, вот этот конгресс очень важный, потому что особенно важно для молодежи. Каждый человек, каждый ребенок должен иметь свою историю, свои корни, чтобы в дальнейшем развиваться. Центральная Азия сегодня стоит на пороге нового культурного ренессанса. Для этого необходимо объединять усилия ученых, творческих людей, молодежь и государственные институты. Конгресс в Ташкенте – пример того, что совместная работа может не только сохранять наследие, но и создавать новые идеи, вдохновляющие регион на развитие и гармонию. Культурное единство для Центральной Азии – это сейчас не абстракция, а реальный ресурс. Здесь все как в настоящих шахматах. Каждый ход имеет значение. Если выстроить верную концепцию, то регион может стать центром духовного и культурного возрождения. Екатерина Такамбаева, Бакай Иген, ТВ-15, Ташкент.